Латвии, согласно международному праву, написал он. По информации СМИ, нападение произошло около 17:30. К зданию дипмиссии подошли 5 человек и бросили несколько дымовых шашек и фаеров. Один из нападавших пытался сделать черной краской надпись на стене здания. В российском Интерфаксе сообщили, что задержанные активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», которые выражали протест у посольства Латвии в Москве против задержания правозащитника Владимира Линдермана. Линдерман выступал за возвращение русскоязычного школьного образования в Латвии. Здание телеканала «Интер» на улице Дмитриевской в Киеве накануне блокировали активисты партии «Национальный корпус» и «Национальных дружин», протестуя против украинофобской, по их мнению, позиции канала, сообщает Радио Свобода. На акции находилось около 200-300 человек. Она прошла спокойно, передает Пятый канал. Вулиці, перейменування вулиць, що робляться зараз в Україні, він засуджує, прикриваючись свободою слова. Ми бачимо, керівник Центрального штабу Національного корпусу Родіон Гудерюк, каже колега. Зараз послухаємо речника. Вояків, не та війна званих сіросорочниці, хлопців, яких мобілізують, коли вони до 60-го року не складали зброю. Представители телеканала к митингующим не выходили, само здание закрыто. Участники акции также разрисовали в сине-желтые цвета логотип канала «Интер» и обклеили фасад здания листовками с текстом «Интер, стань украинским» и «Интер будет наш». Участники митинга протестуют из-за обнародованных ранее отрывков из концерта канала к 9 мая. Они вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине именами фашистских преступников. После этого Надсовет по вопросам телевидения и радиовещания призвал прекратить попытки расколоть страну. 9 мая в аннексированном Крыму традиционно отметили военными парадами, митингами и шествиями. В Симферополе в военном параде приняли участие члены российского военно-патриотического движения «Юнармия», курсанты и кадеты. В Севастополе же главным действом стал парад военной техники. В Ялте обошлись возложением цветов к вечному огню на холме славы. Там в почетном карауле стояли кадеты и представители молодой гвардии. Воинов страны, В аннексированном России Крыму 9 мая отмечали Российский день Победы. Этот день считают праздником победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией. Часть Симферополя сегодня останется без света из-за регламентных работ, сообщает пресс-служба российской администрации города. Будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: переулок Нижнепетровский, 210, 3А, улица Петровская Балка, 190, 216, 147, 173, улица Кичкимецкая, Садовая, Кичкимецкая, 2А, 238 и 45 и улица Садовая, 110. По информации ведомства, света не будет с 8 и до 17 часов. В аннексированном России Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, практически ежедневно отключают свет. На Каннском кинофестивале презентовали украинский фильм режиссера Сергея Лазницы «Донбасс». Об этом написал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Фейсбуке. Фильм открывает конкурсную программу «Особый взгляд», председателем жюри которой стал актер и продюсер Бенисио Дель Торо, отметил вице-премьер. Это мировая премьера фильма «Донбасс». Выход ленты в украинский прокат запланирован на этот год. Фильм «Донбасс» создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 20 выше 0 пройдут дожди. В районе Чонгара и Новоалексеевки ожидается плюс 21, временами будет облачно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 в Крыму, ну и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Работает ли в Украине закон о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку? Как коренному народу Крыма добиться выплаты положенных компенсаций? И почему подконтрольные Кремлю власти полуострова не уделяют внимания запросам репатриантов, игнорируют их проблемы? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег. Крым в центре внимания. Закон этот будет действовать, конечно, после освобождения от оккупации. Там компенсация, возмещение, восстановление исторической топонимики, все такое, она имеет практическое значение уже после оккупации. Закон Украины о восстановлении прав депортированных по национальному признаку Верховная Рада приняла еще в апреле 2014-го. В нем определяется статус депортированного и говорится о государственных гарантиях и компенсациях депортированным и их наследникам. В законе есть четкое определение того, кто может претендовать на восстановление прав. В частности, это касается крымских татар и представителей других национальностей, которые были насильственно переселены на спецпоселения по решению советской власти. Также к этой категории относятся и родственники депортированных. Один из пунктов закона предусматривает возвращение депортированным их имущества. Если дом, в котором они жили до депортации, занят, его стоимость должны покрыть в денежном эквиваленте. Через 4 дня после принятия украинского закона в России также обратили внимание на репатриантов. Президент Владимир Путин издал указ о реабилитации депортированного из Крыма населения. В нем речь идет не только о крымских татарах, но и о восстановлении прав армян, болгар, греков и немцев. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров раскритиковал документ, назвав его декларативным. Не будет позитивного решения вопросов, касающихся крымских татар, если те, кто даже, возможно, из благих побуждений будет принимать решения в отношении крымских татар без самих крымских татар. Крымские татары и сегодня, как и в советские годы, рассматриваются как объект, но не как субъект. Очень много тех ожиданий, которые сегодня есть у крымских татар, вообще в отношении своего будущего, в этом указе не отражены. Даже если упомянуты, то непонятен механизм исполнения вот тех декларативных вещей, которые есть в этом указе. Также в 2014 году постановление о гарантиях восстановления прав крымско-татарского народа и его интеграции в крымское сообщество приняла Верховная Рада Крыма за несколько дней до того, как украинский парламент прекратил ее полномочия. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». И как сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека, который занимается в том числе и восстановлениями прав депортированных лиц, 24 апреля окружной административный суд города Киева удовлетворил иск одной из клиенток Украинского Хельсинского союза, крымской татарки, которая обратилась за компенсацией во исполнение закона Украины о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку. И вот сегодня с нами на связи Мерьем Усейнова, представитель истца по этому делу. Мерьем, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот давайте мы начнем с самого начала. Закон Украины о восстановлении прав депортированных был принят в 2014 году. Отдельные его статьи, в частности, которые касаются порядка компенсации утраченного имущества, вступают в силу с 1 января 2015 года. Между тем, на календаре у нас уже май 2018. Почему так много времени понадобилось для того, чтобы в административном порядке начинать требовать компенсаций по этому закону? Это какие-то объективные трудности или это нежелание каких-нибудь чиновников выполнять свои обязанности? Ну, я не знаю, за чиновников я отвечать не могу, но вообще, да, как нам известно, что закон был принят в 2014 году в апреле, и
как нам также известно, что часто реализовать закон невозможно без подзаконного акта Кабинета министров Украины, который должен был быть принят еще до августа месяца 2014 года. В суде, конечно, Кабинет министров предоставлял массу непонятных причин и пытался просто отделаться от ответа, почему до сих пор на сегодняшний день вообще никакого подзаконного акта Кабинета министров по соответствии этому закону не принято. В сентябре, да, мы приемная УГСПЛ по делам Крыма подала в административный суд иск о признании бездействия Кабинета министров и обязала его принять соответственные нормативные акты. Ну, не знаю, конечно, насколько это все затянется, если это затянулось еще на 4 года. Надеюсь, что в скором времени все-таки примут этот подзаконный акт Кабинет министров, и дальше можно будет решать уже по этому вопросу. Вот. И теперь, собственно, как представитель истца и как человек, непосредственно заинтересованный в восстановлении прав своих предков, если я правильно понимаю, расскажите нам, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, о вашей личной истории в этом вопросе. Есть ли у вас там представление, какое-нибудь описание того имущества, той земли, которое было потеряно вашей семьей в ходе депортации? Сохранилась ли земля, постройки, имущество? Выдавала ли вам советская власть квитанции какие-нибудь с описанием этого имущества? Или речь идет только о возмещении в денежном эквиваленте? Нет, конечно же, очень много работы было выполнено моим отцом еще до 2014 года. Есть архивные справки, где это имущество расписано вплоть до маленьких чайных ложек. Это все, конечно, история семьи, и если было бы это возможно, то хотелось бы вернуть и сам этот дом, всю эту землю, потому что для каждого крымского татарина и для каждой семьи это его история, и это очень важно. А что случилось с чайными ложечками, вот, кстати говоря? Ну, как всем известно, в 1944 году, 18 мая, принудительно выселили не только крымских татар и других национальных меньшинств, просто принудительно и отправили в ссылку на спецпоселение. Но это как бы общая история, это понятно. Да. А вот что с чайными... Вы упомянули чайные ложечки, нельзя не обратить на это внимание. Вы нашли чайные ложечки? Я не могу ответить вам, конечно, что с ними случилось. Но вы говорите, что ваш отец нашел архивные документы, в котором было расписано. Да, там очень много архивных документов и очень много имущества. Но что с ним произошло, я не могу вам ответить. Хорошо, но, по крайней мере, вы, может быть, уже знаете, тот дом, который находился на вашем земельном участке, он сохранился и занят другими людьми, переселенцами из центральных областей Советского Союза после 1944 года? Или он разрушился, или стоит пустым? Ну, в данный момент я не знаю. Я знаю, что он там был. Ну, скорее всего, его уже и снесли, построили что-то новое. И последний к вам вопрос. Теоретически я допускаю, что административный суд и обяжет Кабинет министров Украины, и Кабинет министров Украины примет соответствующий подзаконный акт, и порядок компенсации будет разработан, но тут станет такое вот, ну я не знаю, непреодолимое ли это препятствие, об этом мы еще будем говорить с юристами. Территория ведь и земельный участок, и имущество, скорее всего, находится на территории временно оккупированного Крыма. И Кабинет министров Украины может предложить вам или что-нибудь в этом роде обратиться с иском в административные суды Российской Федерации, чтобы попробовать через Россию взыскать это имущество. Вот если такая ситуация возникнет, вы будете обращаться в российские суды или нет? Ну, скорее всего, нет. Потому что, мы все понимаем, что это оккупированная территория, и очень сложно какие-то вопросы решать
по Крыму, тем более с Россией. Поэтому это такой очень сложный вопрос по этому поводу. Скорее всего, нет. Что ж, большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Мерием Усейнова, представитель истца и наследница крымско-татарской семьи, потерявшей имущество в ходе депортации крымских татар в 1944 году и борющаяся за компенсацию, полагающуюся согласно закону Украины о восстановлении прав депортированных лиц по национальному признаку. Я себе позволю для наших слушателей процитировать необходимый пункт із статті 7 этого закону. Порядок та умови компенсації, вилучені внаслідок депортації будівлі та інше майно по можливості, якщо будинок не зайнятий, а майно зберіглося, повертаються депортованій особі або її спадкоємцям натурою. В разі відсутності такої можливості заявнику відшкодовується вартість будівель та майна. Частина 1 статті 7 набирає чинності з 1 січня 2015 року. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Максим Тимочко, юрист Хельсинского союза по правам человека. Максим, здравствуйте. Доброго ранку. Итак, мы уже поговорили с представителем истца о том, что они надеются, по большому счету, если я, конечно, правильно понимаю, даже не столько вернуть себе имущество здесь и сейчас, сколько, по крайней мере, обязать Кабинет министров Украины разработать требуемый от него подзаконный нормативный акт о порядке этой компенсации. Вот вы нам скажите, как юрист, почему Кабинет министров, должен был к 1 января 2015 года разрулить эту ситуацию, а вот уже май 2018-го, а ВОЗ і нині там? Насправді це дуже поширена практика в Україні, коли в законах є дуже багато таких норм декларацій, які обіцяють нашим громадянам дуже багато хороших речей, але відсутність нормальної комунікації парламенту і Кабінету міністрів приводить до ось таких випадків, коли вже травень 2018-го, а по цьому закону, по реалізації його реальних положень, не було не зроблено нічого. Власне кажучи, треба сказати, що після подання позовної заяви і прийняття її судом, Кабінет міністрів одразу почав рух в цьому питанні, почались розроблятися документи. Тобто, треба сказати, що в 2017-2018 році вони почали робити те, що повинні були робити в 2014-2015, тому це позитивна тенденція. А сам судовий процес, я вважаю, він швидше не про соціальні пільги або про гарантії якісь, а він більше про можливість кримчан, українських громадян протистояти уряду, вказати на його помилки, вказати на його бездіяльність. Це те, що кримчани сьогодні не можуть дозволити собі в Криму, наприклад. Тобто ми бачимо справи останні події, де справедливого суда просто немає в Криму. В Україні цього досягти можна, і люди це роблять. У нас есть звонок из Крыма. Пожалуйста, радиослушатель, говорите, вы в эфире. Алло. Да, мы вас внимательно слушаем. Алло. Я вижу, Украина очень беспокоится о депортированных татарах. И я считаю, что в Украине есть уже крымские суды, есть и крымское, считай, правительство. Все в Украине есть уже. Так вот, вы обещаете, что скоро вернется Крым в состав Украины, буквально скоро. И вы приложите для этого все усилия. Я думаю, когда вернется в Крым, вы возьмете, компенсируете тогда им. Вы продекларировали, компенсируете все эти материальные убытки татар, все вернете.
и дадите им новое жилье, новое все. Я думаю, вы на это все способны. Вот, спасибо вам большое за ваше мнение. Вот Максим Тимочко, юрист, и вот как раз и очень правильный вопрос со стороны нашего слушателя. Вот даже если мы представим, что завтра Кабинет министров Украины отрапортует о принятии требуемого от него подзаконного акта, вот механизм компенсации. Будет ли эта компенсация в натуре или, в натуре, нет, ладно, в натуре не будет точно. Будет ли эта компенсация деньгами выплачиваться здесь и сейчас до завершения процесса деоккупации Крыма, или все-таки придется ждать, пока украинские флаги поднимутся над крымскими городами? Я думаю, що це питання досить дискусійне. Скажімо так, якщо закон передбачає якесь матеріальне право, тобто право на отримання компенсації в даному випадку, цей закон або потрібно змінювати і писати, що він не буде поширюватися на ті випадки, поки Крим є тимчасово окупованим Російською Федерацією, або розробляти механізми виплачувати цю компенсацію. Тому що закон передбачає таке право, значить Кабінет міністрів повинен забезпечити реалізацію цього права. Тобто в законі нічого не говориться про окупацію зараз, і тому якщо парламент і Кабінет міністрів розуміють цю проблему, то вони повинні були почати працювати над цим і вносити туди зміни. Якщо вони не бачать в цьому проблеми, значить вони зможуть реалізувати ці положення, незважаючи на факт оккупации Крыма. Вот все, что можно сказать. Здесь позволю вам в какой-то даже степени профессионально вам возразить. Знаете, закон Украины о декоммунизации, так называемый, про заборону и засудження, он ведь не предусматривал никаких изъятий для временно оккупированных территорий. Но между тем, когда парламент во исполнение этого закона принимал постановление о переименовании, вот переименования на Донбассе, включая оккупированную часть, произвелись в общем порядке. А когда применяли его для временно оккупированного Крыма, вписали в постановление специальным пунктом, что вступает в силу только после деоккупации. Может быть, и Кабинет министров пойдет на такой вот хитрый маневр? Можливо, я не виключаю цього. Звичайно, це може бути. Просто може бути проблема в тому, що от людина виїде з Криму окупованого. До речі, як і клієнтка в даному судовому процесі. Для неї не було ніякої проблеми для того, щоб писати, листуватися, комунікувати з урядом, щоб він надав їй цю компенсацію, тому що була пророблена колосальна робота по збору цих документів, в тому числі і 1944 року, де було підтверджено, що це майно було вилучене, дійсно, що було будівлі, інше рухоме майно. І вона надала це все уряду і говорить, що немає ніяких проблем для того, щоб ви мені компенсували. Чому ви не розробляєте порядок? Тобто я з вами частково згоден, немає проблем в тому, щоб внести такі положення, але я не бачу поки що таких суттєвих проблем для того, щоб компенсувати це людям, які можуть виїхати, можуть надати документи и доказы. Хорошо. Мне говорят, что у нас есть еще один слушатель, а я пока, с вашего позволения, попрощаюсь с Максимом Тимочко, юристом Хельсинского союза по правам человека, а вот радиослушателя в эфире поприветствую. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, это из Крыма звонок. Внимательно вас слушаем. Алло, слышите, да? Да. Я хотел бы обратить внимание на два момента. Первое. 23 года незалежная Украина не видела, не знала, не замечала татар и их, как говорится, проблем. Более того, боялись трогать и всячески отмахивались, как от назойливой мухи. И второе. Прошло 74-75 лет. Эти все жилые дома, объекты, они давно разрушились. И потом вернулись уже не те владельцы, которые были, как говорится, депортированы, а их дети и внуки. О какой компенсации может идти речь? Спасибо. Спасибо и вам за ваш вопрос. Я думаю, что мы сможем адресовать его нашему следующему спикеру. А пока, если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM.
Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в эфир радио Крым Реалии. С нами на связи Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот тут слушатели с Крыма интересуются, почему Украина 23 года не обращала внимания на потребности крымских татар в компенсации, если уж не говорить о каких-то более суровых терминах, и вот только теперь решила заняться. Почему украинская власть раньше не вступала в отношения с крымско-татарским народом на имущественной почве? Вопрос ставится так, как, собственно говоря, обыгрывается в Крыму. Это основной тезис или постулат, да, который сейчас использует оккупационная власть в проведении работы с крымскими татарами. Я бы, наверное, так его не ставила, этот вопрос, но проблема при этом сохраняется. Действительно, длительное время на проблемы крымских татар внимание не обращалось вот в этом контексте. И то, что сейчас делается в Крыму, оно делается, понимаете, оно делается, может быть, на 1 единицу, а показывается на 3 или на 4 единицы. Действительно, в Крыму приняли этот закон, получают справки о депортации люди и получают прибавки к пенсии, к выплатам. В основном это люди пенсионного возраста, потому что там определенный возрастной ценз. Вот. А то, что Украина это не делала, да, это одна из ошибок нашего государства. И то, собственно говоря, о чем говорили мы всегда, говорили о том, что необходимо решать эти вопросы, находить какие-то механизмы. Но то, что вот этот конкретный вопрос не решался, к сожалению, это факт. Удастся ли Украине организовать компенсации, не говоря уже там о реституции, до того, как Крым будет деоккупирован? Или все-таки придется подождать украинских флагов над полуостровом? Де-факто и де-юра в Крыму, конечно же, нужно будет ждать украинскую власть. Что касается материковой части, смотрю я на все происходящее и гложат меня большие сомнения. Сейчас на повестке дня более такие серьезные вопросы. Все-таки компенсации не было длительное время. Я думаю, что от того, что ее не будет еще какой-то небольшой промежуток времени, ничего принципиального не изменится. Сейчас есть вопросы, которые нужно решать гораздо быстрее. Приближается 18 мая, уже 2 года, как объявлено о создании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. Вот здесь нужно выходить с конкретными результатами и показывать конкретную дорожную карту или план действий, или во всяком случае то, что наработано и сделано. Понимаете, потому что это будет очередной митинг и очередное заявление о том, что Крым, крымцы, Украина и крымские татары наши братья, а ничего конкретного не будет. Я не думаю, что вот вопрос, который вы сегодня обсуждаете, да, он очень важный, он очень значимый, он очень показательный, но является таким горячим. Сейчас нужно решить те вопросы, которые стоят на поверхности. Это внесение изменений в Конституцию, принятие нескольких законов о статусе коренного народа, о крымско-татарском народе и так далее, и так далее. Эти все документы друг с другом связаны. Они, собственно говоря, и опираются друг на друга, потому что в Конституцию прописать все невозможно. Конституция – это рамочный документ, основной документ, а все остальные нормативные акты уже регулируются, вернее, нормативные положения уже регулируются другими законами. Поэтому, если быть краткой, я считаю, что вопрос компенсации очень важен, но он не такой горячий. А сейчас нужно решать другие вопросы. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир. Новости в эфире радио Крым Реалии. Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации за аннексию Крыма. Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом.
И жителей Семииза лишили единственного пляжа. Сейчас подробнее. Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Об этом сообщает агентство «Униан». В деле идет речь о сумме 159 миллионов долларов. Иск подавали 18 компаний и одно физическое лицо. Единогласное решение арбитраж вынес 2 мая, но стало известно об этом только сейчас. В решении суда говорится, что Россия несет ответственность за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президентом Путиным был подписан указ об аннексии Крыма. Это первое решение, которое предусматривает выплату России компенсации за аннексию. Россия во время рассмотрения дела не предоставила суду по запросу никаких объяснений. Еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США. Прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв этой трагедии, в Канзасе подписал губернатор штата Джефф Кольер. Голодомор был искусственным голодом в Украине, созданным коммунистическим режимом Иосифа Сталина для подавления сопротивления украинцев, говорится в документе. Канзас стал 10-м штатом, признавшим Голодомор. В Севастополе на Приморском бульваре вечером 9 мая прошли народные гуляния, концерты и танцы под песни времен Второй мировой войны. Мероприятие приурочили к Российскому дню Победы, передает корреспондент Крым Реалии. У бывшего Дворца пионеров проходил концерт народного ансамбля «Садко», а у входа в здание Севастопольского драмтеатра школьники и детсадовцы читали стихи советских и российских поэтов о Второй мировой войне. Жителям и гостям Семииза в этом сезоне негде купаться. Единственный доступный пляж был недавно захвачен и закрыт частниками, пишет издание «Примечания». После митинга протеста власти Ялты пообещали насыпать рядом новый пляж. Но семиизцы не верят, что столь сложную и дорогую работу для них кто-то сделает бесплатно. Речь идет о пляже Башмак. Ранее жители поселка высказывали подозрение, что пляж огородили в интересах владельцев построенной рядом с санаторием единственной в Семиизе высотки. По их словам, жилье в ней рекламировалось как апартаменты с собственным пляжем. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 20 пройдут дожди. В районе Чонгара и Новоалексеевки плюс 21, временами облачно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Как работают в аннексированном Крыму украинские школы и сколько их осталось на бумаге и в действительности? Есть ли доступ к образованию на украинском языке в Крыму в целом? Как решить проблему образования для украинцев Крыма в условиях оккупации и какова российская политика в отношении украинизации украинцев Крыма? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания. После российской аннексии Крыма ситуация с украинским языком обучения в школах полуострова существенно ухудшилась. Это признают сами крымские чиновники, однако уверяют, о притеснениях речи не идет. Так, еще в прошлом году подконтрольный Кремлю крымский министр образования Наталья Гончарова заявляла, учиться на украинском языке за годы аннексии Крыма стали гораздо меньше. В интервью каналу ЯТВ Гончарова отметила, политика подконтрольных России властей Крыма здесь ни при чем. Все решают исключительно крымчане. У нас функционирует 16 школ с крымско-татарским языком обучения. Произошло за последние 2,5 года снижение и в процентном, и в абсолютных показателях обучения детей на украинском языке. Но по Конституции Республики Крым государственными языками являются русский язык, украинский язык и крымско-татарский, но право
выбора языка обучения остается за родителями. Поэтому ни в коем случае никакого-то давления, ни выбора со стороны учителя не происходит. Только родитель вместе с ребенком может определить язык обучения. Гончарова добавила, на полуострове осталась только одна полностью украиноязычная школа. По информации постпреда Украины при международных организациях в Вене Игоря Прокопчука, число крымчан, которые получают образование на украинском, уменьшилось в 35 раз. Российская оккупационная власть в Крыму продолжает искоренять все проявления украинской идентичности, образования и культуры на полуострове. В частности, между 2013 и 2017 годами количество молодых людей, обучающихся на украинском языке, резко сократилось с почти 13 тысяч до 370. Количество украинских школ уменьшилось с 7 до 1, а классов с 875 до 28. Украинский как язык обучения был устранен с образования в высших учебных заведениях. Прокопчук добавил, Россия нарушает требования Международного суда ООН, согласно которым образование на украинском языке должно быть доступным для крымчан. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Ирина Седова, член Крымской правозащитной группы. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы уже говорим, конечно, не в первый раз о украинской проблеме, о проблеме с украинским языком, даже точнее так, на территории Крымского полуострова. И каждый раз новости, которые приходят оттуда, все печальнее и неоднозначнее. Все, по крайней мере, четко фиксируется, даже признаваемое нынешней российской властью, сокращение числа детей, которые обучаются на украинском языке. Между тем, опять же, российские чиновники в Крыму заявляют, что никто ничего там, никто ни в чем не виноват, что это родители сами с детьми выбирают, что украинский язык получается недостаточно престижный, ну, что-то подразумевается, что-то в этом роде. И, наконец, сами дети и родители, многие на условиях анонимности, сообщают нам, что на самом деле речь идет о какой-то такой форме пассивного принуждения. То есть прямо никого не заставляют, но если родители даже и собираются писать заявление о том, чтобы их дети получали образование на украинском языке, этим заявлениям не дают ходу. Вот, пожалуйста, расскажите нам, имеются ли у вас подтвержденные факты такого вот пассивного принуждения или отказа от реализации права, даже гарантированного российским законодательством, на обучение на украинском языке? Или действительно украинский язык внезапно потерял всякую популярность на полуострове? На самом деле у нас тоже есть информация от родителей, да, что негласными способами, то есть, конечно, у них письменных распоряжений на этот счет нет у учителей, но они всячески стараются отговаривать родителей, которые хотят написать заявление, чтобы организовать, например, украинский класс, чтобы его ребенок учился на украинском. Они говорят, что это не престижно, то есть вот то, что вы сейчас сказали, действительно у нас есть тоже, такая информация к нам поступает, что родителей просто негласно отговаривают всеми способами, убеждают их, что нет учебников, что нет учителей, что это очень сложно, и зачем им это нужно? Для того, чтобы родители просто соглашались и учился ребенок на русском языке. Потому что это целенаправленная политика все-таки оккупационных властей, чтобы искоренить украинский язык, чтобы люди не ощущали своей украинской идентичности, дети, взрослые. То есть, потому что для них это... Они считают это угрозой национальной безопасности. Чем больше на Украине будет людей, которые ощущают свою украинскую идентичность, тем больше шансов, что Крым вернется в Украину, и эти люди помогут. Они этого очень сильно боятся, и, конечно, они всеми возможными и невозможными способами пытаются устранить украинский язык из системы образования. Вот у нас есть свежий пример по поводу школы номер 20, которая в Приморском находится, в Феодосии. Внимательно вас слушаем. Да, там декларируется на сайте так называемого Министерства образования Крыма, что это школа с украинским языком обучения. И это указано в рубрике образование на разных языках. То есть они декларируют, что там есть обучение. Но когда представители КПГБ общались с родителями и с детьми из этой школы, они говорят, у нас все на русском, у нас нету ни одного украинского класса. И даже сайт у них сначала был на украинском языке, в 2016 году. Сейчас они открыли новый сайт, который полностью на русском языке сайт школы. То есть там даже вариантов нету, чтобы получить информацию на украинском языке. И в уставе написано, что обучение может проходить как на русском, так и на украинском. Вот мы так думаем, что просто родители убедили, чтобы они перевели, своих детей, написали заявление, что хотим учиться на русском. Документальных
подтверждения этого нет, но факт есть в том, что они учатся на русском языке. Это, конечно, вопиющий случай. Хорошо, но вот смотрите, по российскому же законодательству, которое сейчас действует в Крыму, украинский и крымско-татарский являются такими же государственными равноправными, как и русский язык, и вследствие этого нет ли каких-нибудь законных механизмов противостоять такому давлению и все-таки требовать? Или гладко писано в бумаге, а на самом деле крымские чиновники не собираются выполнять российское же законодательство о равноправии языков? Если действовать по российскому законодательству в Крыму, то есть там механизмы, которые якобы могут повлиять на эти оккупационные власти. Но опять же, с точки зрения, например, Украины, да, если писать заявление в крымскую прокуратуру, то эта прокуратура изначально нелегитимна. То есть тут вот такая коллизия получается. Но в то же время, если родители хотят, то они могут обжаловать действия учителя, который, например, отказывается там принимать заявление о том, что я хочу учить ребенка на украинском языке. Эти действия можно обжаловать в крымской прокуратуре. Но опять же, с точки зрения Украины, это все равно не играет никакой роли. С точки зрения Украины, это можно обжаловать в суде справедливости ООН, вот что как раз сейчас Украина и делает, туда будут летом подаваться же документы по делу о дискриминации расовой. И вот этот кейс о обучении на родных языках, он тоже является частью доказательной базы. То есть вся информация, которая есть, ее можно передавать украинской стороне, в том числе и общественным организациям, таким как наша Крымская правозащитная группа, которые собирают эту информацию. И мы можем таким образом повлиять на Россию через международную инстанцию. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ирина Седова, член Крымской правозащитной группы. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио Крым Реалии. И в продолжении вот этого кейса с школой в Феодосии, в оккупированном Крыму, заявили, что претензии к так называемым крымским властям относительно обучения на украинском и крымско-татарском языке не имеют под собой оснований, поскольку родители сами выбирают язык обучения, и об этом говорится не просто так, а в ежегодном докладе уполномоченной так называемым правом человека в Крыму Людмилы Лубиной в ответ на требование выполнить промежуточное решение Международного суда ООН и восстановить обучение на украинском и крымско-татарском языке на полуострове. С нами на связи Ольга Тимошенко, директор средней школы 309 в Киеве, бывший директор украинской школы в Евпатории. Ольга, здравствуйте. Доброго ранку. Вот мы все прекрасно знаем, какая сложная сложилась ситуация с украинским языком на территории полуострова после 2014 года. Но вот, положа руку на сердце, разве все было идеально с образованием на украинском языке до 2014 года? Пожалуйста, ваше практическое видение той проблемы с тех времен и с того места. Сама статистика, те, що таких шкіл українських було всього 7 на весь Крим, хіба не говорить сама про себе. Так, була формально прийнята програма розвитку української мови в Криму, але вона була абсолютно формальна. Так, відкривалися класи навіть з поглибленим вивченням української мови в російськомовних школах. Проте можна вивчити мову, але не навчити любити свою батьківщину. Якраз це нам і продемонструвало такий швидкий перехід практично всього директорського корпусу, коли після 2014 року Крим був анексований, на бік Росії. Що стосується того, чи була якась увага до розвитку українських шкіл? Ні, звичайно.
ми на перших порах, знаєте, підручників не було. Тобто ми відкрили формально українську школу. Так, і все, і на цьому все забули. Я зараз згадую, директори міста Ужгорода скинулися зарплатами, купили підручники для нашої школи і передали поїздом. Тобто навіть от в таких умовах починала вона існувати школа. Щодо вибору батьків, що я вам хочу сказати? Дуже багато дітей з Криму вчаться зараз в моїй київській школі за екстернатною формою. Вони вчаться таємно. Вони не сміють сказати там, що вони ще навчаються в Україні. Тобто вони наскільки залякані, наскільки цього бояться. Для зарахування на екстернатну форму потрібна копія особової справи. Так от, щоб взяти цю копію, вони вигадують різні там ситуації, неболиці, щоб можна було якось цей документ витребувати. Мова навіть не йде про те, що вони директору скажуть, так, ми хочемо навчатися за екстернатом в київській школі там чи в Україні. Мови не може бути. То який вибір батьків, про який вибір батьків ми зараз можемо говорити? Но с нынешней ситуацией, может быть, более или менее все понятно, но все-таки возвращаясь к ситуации до 2014 года, разве не было вот проблемы с учебниками, вы уже озвучили, но разве все так охотно украинские... Даже этнические украинцы, которых там, по идее, в Крыму должно было насчитываться до четверти населения. Разве все они охотно писали заявления на обучение на украинском языке? И если нет, то почему? Ведь государство же явно не должно было им препятствовать. Не приходила же директива из Киева не учить крымчан на украинском языке. Может быть, это все-таки сами крымчане немного виноваты? Звичайно, ідеологія тут відігравала завжди величезну роль. Тому що, ну, знаєте, про Україну, до української школи взагалі ставилося так, ніби, ну, щось таке, знаєте, блажь якась дивина. Звичайно, батьки писали за своїм бажанням заяви до цієї школи. Проте дивіться, що було визначальним. У Сімферополі українська гімназія, тому що там була просто потрясна матеріальна база і дуже хороший склад, і дуже хороші педагогів, і дуже хороші викладачі. В нашій школі, звичайно, такого не було. На українську школу віддали за найнедбанішу, за таку найгіршу і споруду, і в плані педагогічного складу школу. Розумієте, відразу таке ставлення було. Звичайно, частина була батьків свідома. А частина була, тому що, ну, все одно ж ребенку нужно учиться в Києві, пусть учить український язик. Було і таке. Тому що ніхто взагалі ніяких, знаєте, таких питань не акцентував на тому, що це наша держава, це ми мусимо знати українську мову. Все акцентувалося на тому, що є русские общины, которые очень хорошие, они привозят учебники, они там устраивают какие-то праздники, они там учат детей по каким-то специальным программам, очень-очень льготным, очень в Росії. Розумієте? Тобто нагніталася ось така ситуація. Ну і потім ставлення самого міністерства уже в Криму там безпосередньо. Це з їхньої подачі все було. Звичайно, якби було більше уваги до українських шкіл, то, звичайно, вони відкривалися і було б більше. Проте не буду кривити душею. Не було так аж багато батьків, які виявляли таке велике бажання вчити українську мову. Про деяких з них я дізнавалася вже після анексії, коли вони приходили просто до школи, казали, що їм потрібні українські атестати, вони хочуть вчитися в Україні. Вони вчилися в різних школах, і взагалі це питання не педалювалося. Українська, російська, воно, в принципі, і у всій Україні, мені здається, не так гостро стояло. А вот к вам последний вопрос, чтобы завершить эту тему. Вот посмотрит какой-нибудь ребенок и его родители из аннексированного Крыма на Киев, на